Борис Ельцин подписал сегодня указ, разрешающий на постоянной основе дислоцировать на территории Чечни российские воинские части, сообщила пресс-служба президента. Обосновывается это обеспечением военно-политической стабильности в Чеченской Республике и защитой государственной и территориальной целостности Российской Федерации. Как отметили в Министерстве обороны, обстановка в Чечне пока не позволяет всем частям и подразделениям российской армии иметь постоянные места дислокации. О планах российских военных сообщил сегодня, посещая зенитно-ракетный полк, обеспечивающий противовоздушную оборону Москвы, министр обороны Грачев. У нас будет дислоцироваться мотострелковая бригада, небольшая строительная часть. Дальше восстанавливается военкомат в городе Грозном. Ну, еще ряд небольших специальных частей и подразделений, которые войдут в состав 58-й армии. По словам Павла Грачева, в соответствии с новым указом президента, в Чечне, помимо вооруженных сил, будут располагаться некоторые подразделения погранвойск, внутренних войск и части, не входящие в состав вооруженных сил. По всей вероятности, Грачев имел в виду войска гражданской обороны. Чтобы это узаконить, президент... Указ был необходим для того, чтобы... Ну а как же, мы же самостоятельно не можем, даже не только на территории Чечни. Если я, допустим, или мы приняли решение где-то вот создать новую часть или расформировать какую-то часть, обязательно нужен указ президента. Просто так что-то Грачев сокращает, убирает, такого быть не может. Это не мое личное. Затем Павел Грачев, познакомившись с состоянием дел в одной из подмосковных зенитно-ракетных частей войск противовоздушной обороны, посетовал на то, что в июне ни копейки денег не получил личный состав армии и флота, практически не закуплено продовольствие, топливо, плохо обеспеченные войска на севере, полностью не профинансированы предприятия оборонного комплекса. Поэтому здесь сейчас уже, так сказать, в бой должен вступить президент России Борис Николаевич Ельцин. Я его проинформировал о таком положении. И только, конечно, с помощью его энергичных усилий этот вопрос мы постараемся поправить. Возвращаясь к указу, наблюдатели отмечают, что он появился в специфический момент, когда на переговорах в Грозном объявлена пауза до 6 июля, и в Москву прибыли члены правительственной делегации для консультаций с высшим российским руководством. Что делать дальше? Рабочая встреча премьера Черномырдина с возвратившимся сегодня из Грозного в Москву после второго раунда переговоров по мирному регулированию конфликта в Чечне руководителем российской правительственной делегации Вольским запланирована на 9 утра в среду, сообщил пресс-секретарь премьера Виктор Коннов. Как стало известно Интерфаксу из хорошо осведомленных источников в Москве, не исключено, что руководителей правительственной делегации на переговорах в Грозном Михайлова и Вольского примет завтра также президент Ельцин. Перед отлетом из Грозного в аэропорту Северный руководитель российской делегации Вячеслав Михайлов дал эксклюзивное интервью нашей программе. А как вы оцените прошедшие переговоры? Ну, переговоры в этой части были весьма сложными, поскольку мы подошли к центральному вопросу, связанному с формированием органов власти. И наш принцип, что подготовку и проведение этих выборов должны взять на себя реально существующие общественно-политические силы. К ним мы относим в первую очередь Комитет национального согласия. Статус Чеченской Республики в составе Российской Федерации, он определяется после выборов на принципах договорных, на основе Конституции Российской Федерации и вновь принятой Конституции Чеченской Республики. Вот этот вопрос, он принципиальный, он отражает реальность. Реальность еще и такова. Минувшей ночью в Чечне дудаевцы нарушали мораторий на ведение боевых действий. Неоднократно обстреливали позиции блокпосты федеральных сил. Один российский военнослужащий был убит, один ранен, сообщили сегодня ТАРТАСС в Министерстве обороны России. В Грозном опять неспокойно. По ночам то в одном конце города, то в другом гремят взрывы, раздаются автоматные очереди. За минувшие сутки зафиксировано около 20 обстрелов блокпостов и комендатур. Эти двое попали в плен сегодня на рассвете. Обстреливали один из блокпостов федеральных войск. Агрессивно вели себя боевики и в горах. И здесь обстрелы, попытки прорваться на равнину.
Федеральные войска вынуждены открывать ответный огонь. Отмечено также движение незаконных вооруженных формирований глубоко в горах. Осуществлялась перегруппировка сил. Боевики продолжают пополнять запасы оружия, боеприпасов, продовольствия. Только в окрестностях селения Маркеты федеральными войсками обнаружено и уничтожено 5 складов с боеприпасами. В одном из них оказалось до 1,5 тонн пластиковой взрывчатки. А известно, что пластиковая взрывчатка обычно применяется при проведении террористических актов. Обезврежено также 440 мин и свыше 1000 танковых снарядов. Возвращаемся к переговорам в Грозном. Третья сторона, присутствующая на них, но о которой меньше всего сообщалось, представители Временного совета Чечни. У них свой взгляд на происходящее. Пауза, взятая на переговорах в Грозном, отнюдь не сняла общественное напряжение. Политическая власть, столь дорого доставшаяся оппозиции в результате трехгодичного противостояния Дудаеву, уходит словно песок из рук. Надежда на предстоящие же выборы весьма иллюзорна. Совершенно нельзя предсказать поведение будущих избирателей, которые в нужный момент могут отдать свои голоса так называемым нейтралам, что держались на протяжении всего чеченского кризиса от греха подальше. Так или иначе, нужно быть готовым ко всему. Вслед за Хаджиевым и Автурхановым сегодня выступили с аналогичным заявлением и 3 вице-премьера чеченского правительства. В ходе расследования уголовного дела по факту событий в Буденновске уже арестован начальник смены одного из постов милиции, через который проследовала колонна автомашин с террористами Шамиля Басаева, сообщил сегодня начальник отдела по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры Сергей Арестов. Он принял участие в работе круглого стола по теме «Буденновск. Уроки трагедии». Он сообщил, что Генпрокуратурой в Буденновске расследуются 2 уголовных дела. Одно непосредственно против террористов, второе против должностных лиц, которые своими действиями способствовали проникновению боевиков из Чечни в Буденновск.